Эрзик Хелшин, доброе утро. Друзья, уже в принципе показывать в огороде нечего, как видите. Все уже полностью почти высыхает. Но у меня еще, видите, висят огурчики. Соберу сегодня еще огурчики свои. Видите, все-таки грустновато осенью, конечно. Но ничего. Фасоль вот созрела. Надо... Увидела фасоль и вспомнила, что давно не готовила фасолевый суп. Хотя, видите, маленькие завязи огурчиков есть. Смотрите, вот. Ветки вот, вот какие красивые огурчики. Надо их собрать. Надо обязательно собрать. И на салатик. Помидоры, правда, мы уже даже зеленые сорвали и положили вчера. И болгарку, и помидоры. Ну вот. Ну, кое-где висят огурчики. Видите, хорошенькие. Ну что, соберу. Так, я тут еще видела капусту цветную. В принципе, пошла доить корову, но все-таки решила сюда заглянуть. Нет, огурчики есть, нужно собрать. Я видела недавно, то ли вчера, то ли позавчера, капусту цветную. Одна капуста цветная у меня созрела. Надо ее сорвать, чтобы она не перезрела. Ну, мои гуси не дадут мне ничего сказать, как я вижу. Видите, вот здесь были помидоры, мы их все колышки собрали. Вот если бы только не капуста и не кабачки, которые у меня здесь, можно было бы сюда запустить моих гусей и кур. Они будут 2 счета мне. Все бы обчистили. Но пока нельзя, потому что у меня тут капуста. Так, вот баклажанчики. Еще есть немножко. Просто вот тот холод, который был 2 недели назад по ночам, все-таки убил весь мой огород. Вот, ну, надо баклажан пожарить. Так, ага, кабачок. Так, друзья, вот кабачок. Еще один. Ну-ка. Так, пока здесь нету. Так, видите, какая капуста огромная. И вы знаете, я сама не очень капусту в каком-то, ну, свежий салат из капусты почему-то не люблю. Но тушеную капусту из этих в пирожках обожаю капусту. Может быть, но пока она еще посидит, некоторые чуть позднее. Видите, какие кочаны огромные. А это, например, поздняя капуста. Ее пока рвать нельзя. Вообще-то, может быть, я вот нарву капусту и буду ее потушу и в морозилку. Мы на работе так делали, тушили капусту, когда оставались. Ну, оставался салатик, который мы делали с вечера. Тушили эту капусту и положили в морозилку. И потом пекли пирожки. Наверное, тоже точно так же. Несколько капуст сорву, которые созрели, а то они уже лопаются, которые сильно созрели. Вот эта капуста, например, уже созрела. И такую огромную капусту мы никогда в жизни не съедим из нее что-то. Потому что нас сейчас мало. Ну и посолить я хочу капусту. Посолить мне нужна соленая капуста для одного блюда. Я вспомнила об этом блюде. Любимое блюдо моего сына. И любимое блюдо, в принципе, и мое, и моей мамы. Но для этого мне нужна капуста соленая. Ну вот, все, пока вот ничего не хочу. Не то, что не хочу, пока не могу ничего начать, потому что завтра уже все, мне надо ехать к сестре. По идее, нужно было даже сегодня ей помогать, но из-за того, что 3 дня меня не было, я была на похоронах, мне пришлось везде убраться, прибраться, все привести в порядок. Но с завтрашнего дня опять еду, надо ехать туда к ней. Все переживает. Видите, какой баклажан. Нет, надо сегодня баклажаны пожарить, это точно. Надо к ней поехать, ну и сделать ей салатики. А так в основном основные блюда делает дочка моя ей.
Видите, брокколи опять растет. Вот недавно только сорвала. И опять брокколи растут. Видите, кочаночки. Вот за что я эту капусту люблю. Общипали, видите, мои куры. Ну, гуси-то не очень, но куры общипали. Так, вот мои жильцы моего двора. Это 2 кошки. А тут еще их штук 10, наверное, всего. Они пришли со мной, услышав стук ведра, которое я взяла, чтобы подоить корову. Вот. Они ждут, пока я подаю корову. И вместе со мной потом идут, чтобы я им налила молоко. Так, это цветная капуста, но она еще в качан не свернулась. Не знаю почему еще, но, наверное, будет. Видите, вот эти вот капусты, они поздние. Это хорошо, что они поздние. Их пока не надо срывать. И вот это поздняя капуста. А здесь качан был, я его сорвала. И видите, рядом с этим качаном вот такие 3 маленьких, оказывается. Ай, выросли. Все-таки, да, конечно, огород желает теперь уже лучшего. Но ничего, все, что мне было суждено, в огороде выросло. Так, это вот василек. Наверное, я его тоже, на помидоры-то мне не очень много надо. Сейчас я сорву вот эти вот в цвет, который она пошла, то она пойдет сильно в цвет и постареет василечек. Мне так нравится его аромат. И говорят, друзья, это очень полезная трава. Именно василек, что тут столько витаминов, столько микроэлементов, что можно было бы просто так даже его есть. Но, конечно, так я его есть не могу. И, друзья, долгое время я не могла его даже никуда добавлять. Ни в соление, ни во что. Но потом как-то вот вкусы мои поменялись. И теперь мне очень нравится даже аромат этого василька. Но много добавлять его нельзя все-таки. Это будет переизбыток. Видите, вот этот кустик, оказывается, почти весь уходил в цвет, если бы я сейчас не пришла. Я как-то забросила уже огород, потому что здесь ничего нет. А эту сетку я оставила только для того, чтобы мои гуси не ели лук. Видите, здесь все-таки еще есть перышки лука. Надо будет его нарвать куда-то. Так, ну все, ну пойдем сейчас. Пойдем одну эту капусту я сорву. Вот действительно, если бы не была, вот не был бы этот ряд капусты, запустить бы, особенно вон ту птицу, которая в клетке, гуси да утки. А то их так по часам только выгуливает сын сейчас. Видите, вот она, капуста цветная моя. Такой качанчик красивый. Сейчас я ее сорву. Сорвала я капусту. Цветная капуста, видите, какая шикарная капуста. Шикарный качан. И вот 5 штук кабачков. Смотрите, этот какой красивый. Я прям в действительности очень люблю именно вот эти маленькие качанчики. Ну вот, друзья, все, сейчас пойду доить корову. Птицу выпустить сын. Так, надо кое-что сделать по дому. Ну вот как-то так, друзья. Мое утро, как говорится, надо завтрак сделать еще. Друзья, я хотела вот сварить кашу маме или из манной крупы, или из этого. И нашла вот такую вот крупу булгур. Это крупа из твердых сортов пшеницы. И она бывает очень вкусная. Я ее, конечно, очень редко готовлю, но готовлю, она мне нравится. И вот решила сегодня ее сварить, потому что все время маме тоже, наверное, надоела одна и та же каша, то овсянка, то манка, то кукурузная. Так, значит, для того, чтобы сварить кашу из булгура, сначала булгур надо немножечко обжарить минутки 2 на сливочном масле. Вот так вот. Маслица сейчас растопится, тем временем я открою. У меня очень мало банок для сыпучих этих, для круп надо мне купить несколько банок, чтобы все крупы были в банках. Ну вот так. Сейчас масло присыпется.
Ну и вот, друзья, масло мне притопилось. Теперь я обжарю эту крупу минутки 2 на таком небольшом огне. Крупа немножечко обжарится, впитает в себе сливочное масло, и каша будет очень вкусная. И эта каша очень полезна, друзья. Я не знаю, почему я забыла про нее. Ну, в недельку 1-2 раза я ее готовила раньше. Но сейчас, по-моему, месяца 2 я ее не готовила. Ну вот теперь 2 минутки обжарила я крупу. Теперь надо крупу залить 2 стаканами воды. Ну, готовится она, как вы поняли, значит 1 к 2. Заливать надо кипятком. Вот так вот, друзья. Камера вспотела. И на медленный огонь, ну, она у меня и так стояла на медленном огне, будет томиться, вариться, томиться минут 15-20 до готовности под крышкой. А потом, еще после того, как мы выключим газ, она еще будет под крышкой томиться минут 5. Надо, чтобы она потомилась, чтобы она впитала и масло, и все. Солить пока тоже я не буду, но почти когда буду подавать только. Так, друзья, и вот каша уже все, минут 15-20 поварилась, вода вся выкипела, и она готова, все. И теперь мы ее отставим, и минут 5 пусть постоит, пока я буду делать еще одно блюдо. Молоко я вскипятила, чтобы с кашей попить, я очень люблю молоко с кашей. Так, теперь поставим сковороду, нальем сюда, ну, 1-2 ложки топленого масла, друзья. Может, еще чуть-чуть. Так. Это блюдо у меня мои очень сильно любят. Ну, не знаю, блюдо, не блюдо. Я буду типа обжаривать, не знаю, как даже назвать, в топленом масле свежий сыр. Это получается очень вкусно. Ждем, пока согреется масло. И вот масло наше разогрелось. И в разогретое масло я кладу сыр. Ну и буквально так 1-2 минуточки обжариваю его. Чтобы немножечко сыр начал подтаивать. С одной стороны и с другой стороны. Видите, сыр уже подтаивает, потому что он у меня свежий. Вчера его делали. Ну, в принципе, вот так вот можно и не очень, ну, в смысле, не такой свежий даже сделать. Ничего. Видите, подтаивает. Топленое масло свежее. Друзья, это просто объединение, конечно. Не очень полезное блюдо, но вкусное. Все, и мы будем его вынимать. Только есть его уже надо быстренько в горячем виде. Потому что когда сыр остывает, он уже получается не такой вкусный. И вот, друзья, завтрак наш готов. Плавленый сыр в топленом масле, каша из булгура
очень вкусная, друзья. Советую вам ее приготовить и есть. Смотрите, какая она получилась рассыпчатая. И из-за того, что она прожарена, она очень вкусная. С молоком, да еще и сыр плавленых добавок к нему. Это, ну, если, конечно, на диете, сыр не стоит есть в таком виде. Просто можно съесть булгур. Ну вот как-то так, друзья, наш завтрак. Жалко, что вы не можете прийти к нам на завтрак, я бы вас угостила. Ну вот как-то так.